окончена последняя божественная литургия и служба Великого Поста. Сегодня мы уже в преддверии праздника Пасхи. И мы с вами из Священного Писания знаем, что прежде чем воскреснуть, Господь из гроба снишел в ад. Поистину, Царь неба и земли. Поэтому Он пошел в ад в первую очередь. Ведь там томились праведники от создания мира. Нет рая, был один ад, и все умершие были там, и надо было их высвободить. Уж кто, они-то больше всех ждали пришествия Сына Божия и этой свободы. Поэтому сегодня церковь уже мало торжествует, уже, можно сказать, и не торжествует, так как Господь, я уже договорился, не скорбит, мало скорбит, а торжествует, так как Господь освободил всех из ада. Эту тайну представить нам тяжело. Разные живописцы, разные художники в разные века представляли эту картину освобождения праведников из рая, из ада. И вот есть такая икона, где Господь за руку выводит Адама. Адама, который томился там, в аду. Сегодня по традиции Русской Православной Церкви мы осветили хлеб, вино, предпраздничный день. Вы многие сейчас будете готовить уже праздничные столы, будете эти дни, последние дни поста, эти дни хлопотные, хозяйки хлопочут на кухне, убираются дома. Все мы в преддверии этого праздника. Я бы хотел всех вас накануне праздника еще раз поблагодарить за то, что вы вместе со мною прошли это поприще поста. Вы бывали вместе со мною здесь на службах все воскресенья, все 6 воскресений. Мы с вами молились здесь, и не только в воскресные дни, но и вспомните первую седмицу, как мы читали канон Андрея Критского, как мы пятую седмицу читали стояние Марина, как мы пятую седмицу читали акафист Пресвятой Богородицы. Все это было и все прошло, и постились мы с вами, и воздерживали не только телесно, но и духовно ради праздника, который уже наступит для нас через несколько часов. Уже идет отчисление не на недели, не на дни, а просто на часы. Я вас приглашаю вечером на торжественную утреннюю и божественную литургию. Завтра, как обычно, она начнется с крестного хода, но завтра у нас еще поздняя божественная литургия начнется в 9 часов. Эта традиция начнется в 9 часов утра. Сейчас же я знаю, что вы принесли куличи. Куличи. Сегодня освящаем куличи. Завтра и Пасхи, и яйца, и все, что вы принесете. И колбасу, и
все, что хотите кушать. Но сегодня надо освящать, как я только что прочитал молитву на хлеб, поэтому мы освящаем хлеб. И вот там, я знаю, лавочки есть, в которых продают, мы тоже там сейчас осветили, и это там уже освященные, да? Там уже освященные куличи, везде, где вокруг храма нашего продают, я за другие не говорю. Вокруг Михайловского собора что продают, то все уже освящено, смело можете брать.